Качев Георгий Алексеевич. Ингуши и чеченцы в семье народностей Терской области. Владикавказ, 1911 год. В запросе речь идет об ингушах лишь потому, что в их районе совершилось нападение на воинский отряд и на них обрушились экстренные кары администрации. Но для нас раз поднимается в Государственной Думе вопрос о разбойничестве и об ингушах. Важно поставить его весь целиком, обо всем ингушско-чеченском народе. Еще одно маленькое пояснение. В то время как ингуши разбойничают и нападают по Верхнем Тереку и Сунжино-кабардинцев, Осетин и Верхне-Сунжинской станицы, чеченцы обслуживают весь остальной район по Тереку и Сунжи, низовое казачество, а также племена кумык и каранагайцев. Ингуши являются наиболее сплоченной народностью Северного Кавказа. Во все время борьбы они сумели успешно отстаивать свои интересы, заключать выгодные соглашения и наносить чувствительные удары своим неорганизованным противникам. Делами ингушского народа ведает Ингушский национальный совет. Военными делами – военный совет из 3 кадровых офицеров, фамилий которых узнать мне не удалось. Во время последних Владикавказских боев большая часть офицеров в операциях участия не принимала, что отразилось невыгодно на боеспособности частей. Ингушские представители постоянно ездят в Тифлис и держат связь с горским правительством, авторитет которого признают. Со стороны ингушей были попытки получить реальную помощь от Турции, но пока эти попытки не привели ни к чему. Главный политический деятель – председатель Ингушского надсовета Джабагиев. В настоящее время ингуши по политическим соображениям действуют в союзе с большевиками, но представителей во Владикавказское правительство дать отказались, не желая принять на себя ответственности. Обладая большими реальными силами, ингуши в сущности являются хозяевами положения, и большевики их слушаются. Ингуши сознают, что такой союз только временный, и ждут удобной обстановки для ликвидации большевистской власти во Владикавказе. Отношение к большевикам в других частях бывшей Терской области излагалось в рекогносцировках штаба Вооруженных сил Юга России также подробно. Осетины. До 250 тысяч человек. Делятся на православных и мусульман. Первые держатся за русскую культуру, вторые за ингушей с их турецкой ориентацией. Довольно фанатичны и жестоки. Влиятельных лиц нет. Они ищут их, дают им диктаторские права. Но интриги скоро съедают таких, тем более, что за каждым из них всегда много грехов. И вообще ни один осетин не поведет за собой свой народ. Большим авторитетом среди них пользуются русские офицеры. Против большевиков поднял их единолично я. За мной пошли, так как я импонировал им своей прежней работой и положением. Осетины — единственный народ на Кавказе, истинно ненавидящий большевиков. Казаки. Численность немного меньше осетин. Никакой сплоченности ни между станицами, ни в самих станицах. Сильно заражены большевизмом. Трусливы, много пьянствуют, очень богаты. Никакой власти у казаков ни общей, ни в станицах. Полное отсутствие всякого самолюбия. Невежественны. Выборные их не отличаются от выборщиков. Весьма богаты землей, много денег. Чеченцы. Менее воинственны, чем ингуши. Народ несплоченный, слепо идет за своим собственным шейхом, ведущих каждый свою политику. Отношение их к большевикам различное. Одни с ними, другие против. Нетрудно привлечь их в ряды добровольческой армии. Осетины представляли 2 основных лагеря – православных и мусульман. Первые дружили с казаками, вторые с ингушами. Чеченцы разделились и по признакам внешней политики, образовав одновременно 2 национальных совета. Грозненский округ с большевиками. Другая часть чеченцев, Веденский округ, стояла на стороне казаков. Первые были связаны поэтому теснее с Ингушетией, вторые – с Дагестаном. Между обеими группами разгоралась сильнейшая вражда, приводившая иногда к многодневным кровопролитным боям. Малая Кабарда, сдавленная между большевиками и ингушами, признала всецело советскую власть, а Большая Кабарда, примыкая к фронту восставших терских казаков, выставила против большевиков отряд сначала во 200, потом разросшийся до бригады конницы.
В распоряжении правительства Союза горцев реальных сил нет. Все, чем обладают горские народы, в общем, не организовано и не обучено. К ведению каких-либо операций малоспособно. Наилучше организованы силы ингушей, но и они к полевым условиям малопригодны. За свои же аулы ингуши будут биться отчаянно, чему были примеры. Насколько ингуши проявили порыв в боях на Юго-Западном фронте, настолько упорства они проявляют на своей родине. Дагестанцы драться хорошо будут в составе регулярных частей, для организации которых нужно много времени. Чеченцы совершенно дезорганизованы и способны только на набеги с целью грабежа. Осетины не сорганизованы, разбиты на партии и разъединены. Кабардинцы по типу подходят к черкесам и могут послужить, как и черкесы, на формирование регулярных частей.